У нас клиенты, ну, то есть это акционерное Мгм. общество «Каустик», там 5000 человек, там Мгм. «Химпром», Камышинский стеклотарный завод. Ну, то есть у нас огромные, на самом деле, компании, которым мы помогали разрабатывать стратегии, маркетинговые стратегии, работа с персоналом, корпоративную культуру. И сегодня мне хотелось с тобой развернуть тему бизнеса, предпринимательства, вот именно тебя как профессионала, который больше 20 лет и во втором поколении этим занимается. Система управления – это по факту из детства система воспитания. Мое намерение сегодня с тобой сделать такую, знаешь, сборку Мгм. вокруг владельца бизнеса, вокруг самого человека. Вот пройтись по вот этим прям шагам, потому что Супер, я с давай. тобой работаю как с психологом для себя. Здесь самый главный момент, наверное, когда мы смотрим на свою жизнь как на проект, Да. понять, что проекту всегда имеет начало и конец. Лама Оли Нидл, он недавно ушел из жизни, и я в 19 лет попала к нему на курс Пхова. Это Мгм. техника умирания в сознании. Когда один человек в семье идет в бизнес, это значит, вся семья идет в бизнес. А пока в тебе что-то не до, как ты пойдешь это реализовывать? Если ты победитель, Да. если у тебя есть технология, Мгм. тебя же жалеть не надо. Вот здесь, разделяя властвуй в страхе, всегда достижение за счет кого-то. Для меня Мгм. сложилась картинка, что архитектура человека, архитектура личности человека определяет бизнес-архитектуру. Есть технологии создания вижена, допустим, Аркадия Ильича Пригожина, у которого училась моя мама, потом я училась, да. Мгм. Но еще мне понравился сериал. Это про империю UFC. Классно. А если взглянуть на свою жизнь как на бизнес-проект, где реализация твоего бизнес-проекта – это лучшая твоя жизнь, где есть все: изобилие, путешествия, классные отношения. Смотрел ли ты когда-нибудь на свою жизнь как на бизнес-проект? Я не всегда, но сегодня у меня и у тебя есть такая возможность. С тобой Мируя Джунспек в «Слух о личном», и сегодня мой гость – это психолог во втором поколении, кандидат психологических наук. А еще это женщина, которая для меня совмещает раньше то, что казалось несовместимым, в одно. То есть относится к своему делу как наука, философия и бизнес. Сегодня у меня в гостях Олеся Бережная. Олеся, я рада, что у нас сегодня состоится с тобой такой развернутый разговор. И когда мы с тобой говорили, наша идея была больше подойти, как знаешь, как для предпринимателей. Да, Мируэль, Да, здравствуй. Я тоже да, рада, что мы сегодня поговорим об этом, да. да. И еще я и консультант по управлению во втором поколении, и мы Вот. сможем поговорить с разных сторон. Мгм. Я открыта абсолютно любым вопросам. Здесь самый главный момент, наверное, когда мы смотрим на свою жизнь как на проект, Да. понять, что проекту всегда имеет начало и конец. И немногие люди Мгм. готовы смотреть, ну, в конец своей жизни, да, почему? Потому что это про какую-то энергию смерти, разрушения, Мгм. еще Мгм. каких-то таких Мгм. моментов. Но я думаю, во время интервью мы заденем этот момент. Но важно понять, что у Да. нас здесь есть время, которым мы можем управлять. И посмотреть на свою жизнь. Почему я именно сказала, что на свою жизнь посмотреть как на бизнес-проект? Потому что в бизнесе всегда люди достигают определенных результатов. У них всегда есть стратегия, планирование, управление, но почему-то на свою жизнь так редко кто смотрит. И сегодня мне хотелось с тобой развернуть тему бизнеса, предпринимательства, вот именно тебя как профессионала, который больше 20 лет и во втором поколении этим занимается, и работаешь ты в основном с предпринимателями, и, ну, и с людьми, которые понимают для себя, куда они идут. И сегодня, так как меня слушают и женщины, которые просто сидят дома, да, и мужчины, которые строят бизнес, и женщины, которые строят бизнес, захотелось именно развернуть с этой точки зрения. Что ты по этому поводу скажешь? Отлично. Еще важно, знаешь, какой Да, момент, да, что когда один человек в семье идет в бизнес, это значит, вся семья идет в бизнес. точно. Почему? Потому что люди, ну, я предприниматель, но надо Мгм. понимать, а где мы берем энергию. Мгм. Мы энергию берем внутри себя, мы энергию берем наших близких, да, Мгм. нашу семью, нашего партнера энергию, и эту энергию конвертируем в какие-то конкретные результаты бизнеса. И вот здесь вот возникает очень важный такой момент, что не всегда, да, в семьях есть такие отношения, которые, ну, действительно помогают развернуть бизнес. Иногда бывают такие обстоятельства, что не разворачивается бизнес. И здесь круто, да, в чем? Посмотреть это с точки зрения еще того, как можно себя собрать. Все, как раз вот мы сейчас к этому с тобой и приступим. Супер. Да, вот как ты и говорила, что большинство, особенно на просторах
интернета мы видим, что всегда занимаются разбором. Разбором человека, разбором бизнеса, разбором отношений, да, все время что-то разбирают. И ты говоришь, что а почему люди не собирают? И вот у вас даже есть такой классный проект, как бизнес-сборка. И вот расскажи, почему важно не разбирать, а собирать. Да, ты знаешь, вообще у меня был тоже такой вопрос всегда внутренний, а Да. почему люди все время разборки устраивают? Мгм, мгм. И мы пошли на мастер-класс одного известного продюсера Картози, да, и я поняла. Понимаешь, в разборах есть прикол. Мгм. Это напоминает систему воспитания, где тебя тыкают носиком и показывают, где ты что-то не так сделал. И люди же, они привыкли к этой модели, все привыкли. Тебя все разбирают, тебе ставят оценку, там, не знаю, 2, 3, 4, 5, вот, и, соответственно, ты из этой оценки двигаешься дальше. Мгм. И вот в разборах есть прикол какой. Ты получаешь вот эту дозу напряга, адреналина, и тебе говорят, что в чем-то ты не такой. А у человека работает механизм. Если я в чем-то не такой, мне надо стать таким. И я побежал за этой пайкой признания, в следующий раз буду таким, побежал вот эти исправлять разборочные вещи, которые мне разобрали. То есть всегда с тобой что-то не до. Да, что-то с тобой не до, ты не такой, и Да, все да. остальное. Я придерживаюсь немного другой философии. Почему? Потому что человек внутренний, Мгм. если он хорошо сам себя слышит, если он понимает, что он наполнен любовью, наполнен какой-то идеей, он наполнен чем-то, ему нужны формы реализации себя. И вот в этом контексте совершенно другой контекст. Я наполнен и хочу с тобой чем-то поделиться, хочу дать там какую-то, не знаю, услугу, какой-то классный продукт. Я хочу что-то дать этому миру новое. И получается, что мне нужно быть собранным, мне нужно быть в новом состоянии и работать на эту конечную цель, на эту победу. Это совершенно другая философия, да, у нас даже так не воспитывают. И Согласна. вот здесь возникает, видишь, какая связка. Да. Допустим, многие считают, что система управления Мгм. это вот какая-то сущность, которая появляется только, ну, условно, недавно, да, вот когда бизнес открываешь, вот тогда у тебя там, ты гоняешься за системой управления. Нет, система управления это по факту из детства система воспитания. То есть Мгм. как раскрывали наши родители потенциал? Они вообще раскрывали или нет? И в большинстве случаев система воспитания, еще доставшаяся нам постсоветского времени, Да, она говорит о чем? О том, что ты в чем-то не до. да. Поэтому популярность разборов, она, конечно же, люди получают эту пайку не до и бегут за следующей, соответственно, пайкой признания. Почему я говорю пайкой? Потому что ты все время кому-то Мгм. что-то пытаешься доказать, кому-то что-то пытаешься рассказать. Но в этом контексте что происходит? Не реализуется потенциал, не реализуются большие идеи. Почему? Потому что идеи нужно жить, Да. разрешать себе реализовывать масштабные идеи. И это требует больших внутренних изменений, понимаешь, твоих собственных. А пока в тебе что-то не до, как ты пойдешь это реализовывать? Поэтому сегодня мое намерение сегодня с тобой сделать такую, знаешь, сборку Мгм. вокруг владельца бизнеса, вокруг самого человека, вот пройтись по вот этим прям шагам, и где-то я буду задавать и личные свои вопросы, потому что Супер, я с давай. тобой работаю как с психологом для себя, и прям идея того, что не разбирать и собирать, она мне очень сильно откликнулась. Ты первый психолог в моей реальности за почти там 25 плюс лишним лет саморазвития, который подошел из соединения как раз тела, душа, личность. Я сказала, аллилуйя, наконец, вот это триединство. И ты говоришь про целостность. Путь к вот этой теории и к такому подходу. Во сколько лет у тебя начался? Как эксперта, когда ты для себя решила, что нужно делать человека целостным. И как раз сборка это про целостность. Сборка как раз 100% Да. только про целостность. Мгм. Почему? Когда ты внутренне целостный, у Мгм. тебя внутренняя согласованность, да, это душа, личность, тело. То есть когда мы внутренне между собой со всеми своими внутренними сущностями определились, да, я имею в виду ипостасями, всеми внутренними контекстами, мы собрали 3 точки опоры. Мгм. Еще в геометрии есть такое правило: хочешь нарисовать плоскость, тебе нужно 3 точки. И получается, когда моя душа, как источник связи, да, с Богом, Вселенной, Всевышней, каждый называет это по-своему, с потоком, связана с потоком, мы получаем там безграничную энергию. Мгм. У моей души есть внутреннее понимание предназначения. У всех есть предназначение, да? И мы, соответственно, из этого контекста можем придумывать огромное количество себе способов реализации своей внутренней идеи. А это наши роли, которые есть у личности. Мгм. То есть мы личность свою не гнобим, что она такая, не такая, там, условно
условно, и все остальное. Мы говорим о чем? О том, что личность — это классные инструменты для реализации наших больших масштабных идей. Ну и, конечно же, тело, которое нам досталось от наших родителей, да, про папу, маму, нам предки, да, такую мощную квинтэссенцию отдали, потому что любой опыт, который мы получаем от предков, он важен. Особенно, ну, относительно этой идеи. И получается, что когда я внутри себя согласовываю все свои внутренние состояния, да, и внутренние ипостаси, душа, личность и тело, да, я прихожу к единству. Ведь человек для меня — это три единства. Души, личности и тела, которые путешествуют в пространстве и времени. Вот эта мысль, мы говорим о чем? О том, что каждый момент нашей жизни — это уникально, это путешествие, да? И человек может в этом путешествии себя реализовывать. Но когда у нас что-то разобрано внутри, да, у нас условно личность об одном, тело о другом, душа о третьем, то мы теряем самый ценный ресурс — это время. И вот даже, знаешь, в бизнесе есть такое понятие, как в ТПСе есть понятие потери. И самое главное потеря — это несогласованность. То есть получается, когда мы согласовываем себя внутри, все свои моменты, к нам приходит единство. Это крутое ощущение, что ты себя слышишь, ты себя чувствуешь, ты себя ощущаешь, и самое главное, у тебя есть энергия что-то делать. Да. Почему? Вот знаешь, ну и в этом контексте получается именно сборка, именно ты себя собираешь. И этот крутой навык, он нужен людям. А для меня, допустим, психология как наука, это именно наука о душе. О том, как себя собрать, о том, как себя понимать, о том, как реализовывать свой потенциал, о том, как максимально реализовывать свои ресурсы и все остальное. То есть для меня психология именно в этом наука. Для кого-то психология — наука о травме. Ну, правда. Ну, то есть я не спорю. Конечно, есть такие люди, специалисты, вопросов нет. Но вопрос заключается в чем? В том, что все методы есть быстрой, скоростной трансформации. О том, что я прихожу к себе, я понимаю, что я хочу, и я с этим согласна. И когда у тебя есть вот это единство, у тебя есть энергия, потом делать это. Ведь самое трудное — это же делание для человека. Ну вот он может много намечтать, но не делать. Так, о самом твоем первом большом проекте. Сколько тебе было лет, когда ты вот зашла? Я знаю, что ты уже... У тебя мама была психологом, то есть ты с детства находилась во всей этой атмосфере. И самый твой первый большой проект. Когда это было? Какой проект был? Ты знаешь, это очень интересно. Вот с проектами это отдельная история, на самом деле. Что считать большим проектом, да? У меня получилась такая история. Да, действительно, моя мама и психолог-консультант по управлению, я во втором поколении, сейчас мы растим третье поколение. Вот, они сами выбрали, то есть это не принудиловка, да? Вот, это важный контекст. Ты знаешь, есть детские проекты, когда я участвовала, да, меня очень часто мама брала на обучение с собой. Наверное, самый главный большой проект — это моя собственная жизнь. Классно. А потом уже бизнес-проекты расскажу. То есть моя собственная жизнь в чем? Действительно, в моей жизни были такие обстоятельства, что в 11 лет я столкнулась, с перспективой покинуть этот мир навсегда, так и не реализовав свой потенциал. Мне грозила смерть. Да, по моему внутреннему состоянию, медикаментов и всего остального. И я благодарна тому, что в тот момент жизни медики отказались уже лечить. Вот. И мама меня привела, на тот момент это экстрасенс. Человек, который просто чувствует, знает, понимает. И посмотрев в мои глаза, мне было 11 лет, мне дали книжку, сказали, ты будешь вегетарианкой как минимум 3 месяца, а может быть даже и больше. И будешь очищаться и, соответственно, смотреть на свою жизнь. И я понимая, да, то есть многие говорят, что в 11 лет да что в 11 лет человек понимает? Дети понимают очень много, с самого первого дня своей жизни. Сказать они не могут иногда все, что они понимают. Вот, и я начала себя внутренне не спасать, да, а выстраивать ответ на вопрос, а зачем я живу? В чем смысл моей жизни? Понятно, что многие скажут, как же это счастье близких, это же большая потеря для родителей. Да, это я все понимаю. Но в чем мой смысл? Я пришла сюда, родилась с очень тоже интересными обстоятельствами. Это отдельная история. То есть в чем мой смысл жизни? Я пришла в 11 лет к пониманию того, что смысл моей жизни заключается в следующем, да, это раскрыть свой потенциал. Раскрыть потенциал людей, помочь людям раскрыть самих себя.
Я читала, ну, первые книги, да, ну, то Да. есть я курс алхимии, да, читала «Две жизни». Это первые книги в В 11 лет, 11 лет. да, в 11 лет, которые меня очень сильно поразили. Меня поразил «Путь Левушки», я в своей жизни «Две жизни» читала, ну, 6 раз. Знаешь, я слушаю тебя, и я просто сразу, мой ум такой говорит, я это прочитала после 43, что ли, «Две жизни». И думаю, насколько уже в 11 лет тогда у тебя какое мировоззрение сложилось, если ты «Две жизни» в 11 лет уже прочитала. И ты знаешь, для меня вообще Да. вся жизнь — это чудо. Вот то, что я осталась, Родилась, да. то, что я родилась, это чудо. То, что в 11 лет меня оставили, ну, Мгм. как бы на этой земле, это Мгм. большое чудо. Мгм. И еще ряд жизненных обстоятельств, ну, то есть, которые были как бы на грани того, что между жизнью и смертью. Я потом разобралась, почему такая у меня крутая игрушка между жизнью и смертью и всем остальным. Это прям на отдельную передачу, когда хочешь разобраться, в какую игрушку ты играешь. А я Мгм. играла в очень. Я любила огромную скорость, я носилась ну, то есть на машинах, ну, то есть я была в авариях, то есть много всего, но я всегда выходила живой. И вот именно когда ты... В чем мой первый проект? В том, что я ответила себе на вопрос, в чем смысл моей жизни? Смысл моей жизни заключается в том, чтобы помогать себе и людям раскрывать тот потенциал, который есть в каждом. Согласись, что когда вот ты для себя осознала, прочувствовала, и вот твой главный проект поняла, в чем твой смысл жизни, твоя жизнь стала насыщеннее, интереснее, ярче. Вот ты знаешь, у меня даже вот здесь сейчас так энергия Да, прет. да. Да, Мируэрт, абсолютно. Когда ты это понимаешь, ты Мгм. хочешь, чтобы люди как можно быстрее пришли к себе. Мгм. Как можно У меня быстрее сейчас ответили мурашки. для себя на этот вопрос, понимаешь? Да. Они не будут терять здесь Да, ценного да, времени, да, они да. не будут смотреть по сторонам. Да. А дальше произошла следующая история. Теперь у меня мурашки бегают. Да. А у меня вот тут горение, да? И то Да. есть, понимаешь, я пришла к следующему важному моменту, Мгм. что я понимаю, я очень хорошо участвовала в олимпиадах, меня брали на юрфак без экзаменов. Мгм. Я участвовала в математической олимпиаде, на экономфак меня брали без экзаменов. Но я поняла, что в основе жизни лежит человек. Мгм. Ну, то есть, куда бы мы ни пришли, на экономику, Да. на право, в политику, куда угодно, везде есть люди. Да. И мне хотелось профессионально разобраться, что такое человек. Классно. Какие есть взгляды на человека? Помимо того, что я читала очень много эзотерической литературы, духовной литературы, мне хотелось это понять. Поэтому Мгм. я Со выбираю... стороны науки. Да, со стороны науки. И поэтому я выбираю поступать на психологию. И именно с этой точки зрения разобрать все. И классно, что, ты знаешь, я развивалась как бы в классическом, ну, то есть я прям, у меня в дипломе написано психолог, преподаватель психологии. Мгм. Вот. И получается, дальше следующий важный момент. Я не остановилась на этом. Ну, как бы меня даже мама не остановила, потому что мама больше занималась бизнес-проектами и всем остальным, а я работала 3 года помощником психолога именно в тренинговой компании. Мгм. То есть я видела трансформацию людей, и я стала собирать очень много. И получается, я очень рано познакомилась, но даже сейчас немногие психологи это Да. знают, это трансперсональная психология, Мгм. это процессуально ориентированная работа или психология, и интегративная психология. Это самые последние такие, которые уже идут на смеси всех наук, всех там направлений, где человек един. Мгм. Что человека, если он проживает кризис, это не только кризис у его души или кризис у его тела или еще что-то. Это кризис, он такое общее понятие. Целостности всего Целостности, да. организма. Мгм. И получается, что пока я училась в академии, работала в проектах мамы Анны Александровны, вот, я еще и училась вот этой прям очень практически ориентированной психологии. Для меня вся картинка сложилась. То есть к 2005 году для меня Мгм. сложилась картинка, что архитектура человека, архитектура личности человека определяет бизнес-архитектуру. Для меня эта вся картинка сложилась. То есть, подожди, архитектура человека определяет бизнес-архитектуру. То есть, насколько сам целостный человек, так и его бизнес-проект, он будет целостный. Да. И если есть проблемы в бизнесе, то чаще всего в архитектуре самой личности человека есть проблемы. Я пришла к этому выводу в 2005 году. И я пошла это доказывать. М, Ну, то есть я мгм. пошла в бизнес это доказывать. Почему? Потому что доказывать эту идею или опровергать. Потому что вот ты спросила про первый Да. бизнес-проект, то Да. есть про первый проект. Первый проект — это я сама. Да. А первый бизнес-проект у меня получилось так, что я заканчивала академию в 2005 году. Мгм. Вот. Мне был на тот момент 21 год, у меня в августе день рождения, как бы, ну, там через 2 месяца было бы 22. Мне мама вот так вот протягивает ключи от нашего стратегического маркетингового агентства. Она протягивает мне ключи и говорит: а теперь ты рулишь. Мне 21 год.
Я рулю. Но это не значит, я все 5 лет еще была маминым подмастерьем и все остальное. Она говорит, теперь ты рулишь, теперь ты отвечаешь за семейный поток денег, за решение проектов. А у нас клиенты, ну, то есть это акционерное общество «Каустик», там 5000 человек, там Химпром, Камышинский стеклотарный завод. Ну, то есть у нас огромные, на самом деле, компании, которым мы помогали разрабатывать стратегии, маркетинговые стратегии, работа с персоналом, корпоративную культуру. Ну, то есть это огромные, ну, то есть это огромные вообще как бы машины для меня. Но так как я в бизнесе была с мамой, ну, практически там с первых дней, для меня это было окей. Я единственное, знаешь, ну, то есть первый проект это была подготовка компании к большой масштабной международной выставке. И когда мы готовили, компанию, ну, то есть к международной выставке, это была «Химия» 2005 года, в сентябре она проходила, так как для меня это было масштабно. Вот, и у меня был такой момент, ну, то есть ты понимаешь, что у тебя нету алиби, ты не можешь подвести своих партнеров. Есть такая классная фраза о том, что первый человек в компании, капитан корабля, он должен понимать, что если с кораблем что-то происходит, капитан уходит оттуда последний. И вот этот, знаешь, образ ко мне очень четко зашел. Что я сейчас капитан корабля, мне отдали ключи, я отвечаю за себя, за семью, я отвечаю за бизнес, за репутацию, я за все это отвечаю. И вот этот момент очень важный для меня. Я поняла, что здесь и сейчас я отвечаю. Есть классная фраза. Говорят, вроде как у Рузвельта на столе стояла такая фраза. Ответственность заканчивается здесь. И для меня это был очень крутой, мощный проект. Я единственное... Анну попросила, ну, Анну, маму мою попросила, говорю, можно на какие-то встречи я физически сама не потяну. Ну, то есть, условно, на уровне там зампредов и коммерческих директоров или там директора по маркетингу, не вопрос, я решала вопрос. Но когда были встречи с собственниками крупных заводов и всего остального, туда приезжала еще и моя мама Анна Александровна. И понимаешь, и получается, что я вот когда готовила, вот ты такие готовишь проекты масштабные, ты готовишь и презентацию компании, ты готовишь людей, определенный вайб, определенные цели, переговоры. То есть, и ты же понимаешь, там та же выставка какая-то, да, на выставку приезжает огромное количество партнеров, там до 40-50 встреч назначается, и ты каждую встречу прорабатываешь. Насколько это отразится на стратегии компании, еще какие-то моменты. В общем, одним словом, для меня... Первые такие проекты мощные, они, конечно, были всегда сопряжены с чем? С тем, что ты создаешь то, чего нет. То есть, и вот мы разрабатываем, когда ты стратегию разрабатываешь для компании, ты создаешь то, чего нет. Даже тогда, когда весь там рынок говорит, рынок падает, ничего не получится, никто ничего не сможет изменить, потому что вот эти как раз-таки большие предприятия, да, они живут немного в другой энергии. И тебе нужно вот увидеть их будущее, тебе надо заглянуть туда, куда, наверное, ну, не ходила тропа обычного человека. И что тебе помогало туда заглядывать? Вот смотри, психология, управление бизнесом. Слушай, ну сейчас, наверное, вообще будет очень нестандартный тогда подкаст. Сейчас расскажу. Смысл в чем? Что есть технологии создания вижена, допустим, Аркадия Ильича Пригожина, у которого училась моя мама, потом я училась, да? Вот, очень классная технология. По этой технологии можно собрать цифры. Но наша задача заключается не только собрать цифры, а свое сознание, свою душу, ну, себя закомпоновать и так в будущее кинуть. Вот это я научилась на очень необычной технологии. Есть был Лама Оленидал, он недавно ушел из жизни, и я в 19 лет попала к нему на курс Пхова. Это техника умирания в сознании. То есть что это такое? Это когда тебе надо определенно собрать саму себя, запаковать быстро и быстро, ну, как бы свое сознание из тела достать и, соответственно, в страну чистого сознания себя отправить. Ну, как бы в буддизме, что нужно уметь правильно умирать, и из того места, из которого вышла твоя душа, там следующее будет твое воплощение точно так же. Ну, то есть вот этот, понимаешь, вот этот навык быстро собирать, концентрироваться, тебе за секунды надо расставить приоритеты и все остальное, ну, то есть этот навык я формировала на Пхове. То есть вот этот быстрый переход в другую реальность, в той реальности, которую ты даже не знаешь. И тогда это помогало тебе тогда в этих больших компаниях, быстро пересобирая, увидеть стратегию компании, опираясь на того, кто является ключевым человеком этой компании. Да, это собственник, да. Потому что создать стратегию ты же создавала не из своей ее реальности, а из его реальности. Конечно.
И здесь еще важный такой момент, Да. когда ты работаешь собственником, здесь очень большая такая, знаешь, внутренняя идет работа. Знаешь, в каком плане, Мирот? Насколько человек хочет побеждать? Да. Вот, подожди, сейчас мы к этому придем. Да-да-да, я говорю, просто это Да. важный фактор. Насколько Да. человек хочет побеждать? Почему? Потому что можно создать видение, можно создать, даже найти все ресурсы, но оно не реализуется. Почему? Потому что когда ты делаешь какой-то, проект, допустим, антикризисный, большой Да. стратегический проект, завоевание там нового рынка, вывода нового продукта, все это требует одной важной направленности, что мы точно доведем первое дело до конца, мы доведем это дело до победы, и самое главное, что эта победа, она принесет что-то созидательного характера. По сути, твоя работа уникальна тем, что эзотерика где-то там, духовность где-то там, бизнес где-то здесь, и все это было, так скажем, разрознено. Да. А вот то, что ты сейчас говоришь, тогда это же соединение всего же, тогда выход в состояние победителя. При этом я опираюсь на четкие инструменты управления, маркетинга, то, что есть в твердой реальности, Да. и также во мне появляется энергия в теле, когда нет страха, а все из любви и созидания. И тогда идет тот масштаб и реализация. У предпринимателя и у человека тоже, по сути, тогда выходит. Самое тяжелое принять, что это все еще отражается в финансово-экономической модели компании. Ты знаешь, я сейчас тебя слушаю, я просто вспоминаю свой опыт работы с разными командами, когда мы там тоже делали стратегические сессии через фасилитацию за 17 лет своей тренинговой деятельности. У меня все время вот фоном звучит вот этот внутренний голос, пока сам собственник внутренне, психологически не проработан и не целостен, то в этом бизнесе проблемы разного формата и уровня будут бесконечно продолжаться. И я подумала, почему тогда все это еще не внедряется, потому что как раз вот этот элемент целостности самого владельца бизнеса и управленцев потом играет огромную роль. 100%. И тогда мы говорим о том, что Да. бизнес болеет болезнями собственника, раз. Да. И если мы к нашему интервью вернемся, что архитектура личности человека определяет бизнес-архитектуру самого бизнеса. И мы говорим о чем? О том, что мы разрабатываем такие технологии, где вот этот эффект синергии мы увеличим. Мы все время сокращаем самый главный момент, какой в бизнесе? Это потери. Потери — это несинхронность. Несинхронность приводит к чему? К тому, что мы бежали до какой-то цели, а мы ее не достигли. Да. Поэтому мы вот эту всю несинхронность сейчас благодаря стратегическим сессиям убрали. Мы стратегическую сессию заканчиваем, то есть начиная от собственника, пары, семьи, партнерской, если нам несколько партнеров. Дальше, соответственно, стратегическая сессия с командой. Все это оцифровывается в финансово-экономическую модель, в модель найма персонала, то есть в корпоративную, допустим, культуру. То есть во все инструменты сразу это транслируется. И то есть и люди уже, когда они собрались, они ядро, они начинают действовать, реализовывать. И то есть мы говорим о чем? О том, что это, если еще и команда победителей, то у этих людей, даже если они совершают ошибку, даже если что-то, они все равно находят новые способы, они решают. Но самый важный момент какой здесь? Здесь сочетание абсолютно жестких математических законов экономики, финансов, потому что я, допустим, очень много пишу экономические обозреватели и все остальное. То есть возникает важный какой момент? Момент того, что мы создаем вот эту целостность, это ядро. И люди четко понимают, что им надо делать. И важный момент какой? Они понимают, если с ними по-честному разговаривать, это значит, собственник с собой по-честному разговаривает, то, соответственно, они могут в это вложиться, и получить, соответственно, отдачу от вложенных ресурсов и всего остального. Иногда бывают очень большие видения, то есть это десятилетия занимает, но надо просто набраться терпения. И здесь возникает важный для нас момент, если резюмировать, то когда мы синхронизовали, синхронность, собственник, все его окружение, то возникает вопрос, что и в бизнесе все начинает систематизироваться, приходить в синхронность, и все ресурсы и потенциалы разворачиваются на достижению цели. И здесь в чем я, допустим, знаешь, всегда задаюсь такому вопросу, а зачем люди проводят корпоративные сессии, много что там конкретно рисуют, но потом не внедряется. Не делают. Не делают. А для меня, я даже, знаешь, вот есть такой механизм. Зачем я буду тратить свою психическую энергию и что-то размышлять, если я не планирую принять решение?
я лучше в пустоте останусь во внутренней. Но если я уже понимаю, что я хочу, я способна, я могу принять решение, я тогда сажусь внутри, осмысляю, быстро продумываю это решение и начинаю это внедрять. Если я это решение не внедряю, тогда я должна принять следующее решение. Когда я вернусь к этому решению, чтобы его начать внедрять. При каких обстоятельствах я буду это делать? То есть вопрос в чем? В том, что я занимаю позицию управленца своей жизни. Ты сейчас говоришь, и я прям понимаю, что сколько времени лично мною, там, ну и другими людьми, Конечно, теряется как раз на вот это, что ты много чего обдумываешь в своей голове, но мало чего ты внедряешь ее в реальность. И, соответственно, это такая трата времени и энергии происходит. И это некая иллюзия, в которую западаешь просто в своей жизни. И вот это управление своей жизнью, это как раз твое, в первую очередь, заглянуть вовнутрь себя, привести там в целостность, и тогда уже, ну, и сочетать твердые вещи для меня. Экономику, прибыль, пусть если ты даже работаешь в найме, управлять конечно. своими финансами, в конце концов. И я понимаю, что лично я все время проваливаюсь только то ли в ту, то ли в другую реальность. Ну, Но видишь, ты же уже для себя это понимаешь, да, осознаешь, да, значит, ты да, говоришь, а я хочу увидеть что-то другое, да, да? да. А я хочу увидеть, где меня там цифры не Мгм. кладут в эмоциональное состояние, Да. там, да, а коматоза, к примеру. Мгм. Потому что вот я вообще провожу очень много исследований. Мгм. Допустим, приходят документы, отчеты, и вот у нас как мы выбирали к себе финансиста. И я, ну, раздала 4 финансистам одни и те же отчеты от компании. И один приходит и говорит, ну, там, такие-то рекомендации, другой такие-то, такие-то, такие-то. Я вижу, что у ребят, у всех позиция. Они, конечно, умеют считать цифры, но никто из них не победитель. Никто не задался вопросом, а что можно сделать и придумать, Чтобы цифры поменялись. чтобы, да, и цифры поменялись, и отношение к цифрам изменить. Мгм. И я задала вопрос, ребят, а вот давайте представим, что есть вариант реальности, при которой эту компанию можно вытащить. 3 из 4 сказали, нет таких вариантов реальности. Извините, есть законы экономики и финансов. А один парень сказал, ты знаешь, я не знаю как, но, говорит, я читал из Зеланда и много тоже занимался развитием своим. Он финансист. Говорит, ну, зная еще твой опыт достижения цели, Да, да, ты, наверное, придумаешь способ, а я готов его посчитать. классно. И вот здесь возникает важный момент какой, что даже Да. финансист, человек, который, ну, то есть четко цифры, он тоже должен ориентироваться на другие виды капитала. И вот когда ты создаешь команду, да, которую между собой все люди слышат, все люди Мгм. понимают, что каждый вкладывает максимально свои компетенции, что максимально все работают на одну цель, здесь приходит все, знаешь, к какой концепции? Концепции солнца, металидерства. То есть и получается, что человек, который разобрался с собой, он внутренне един, он не пытается кому-то доказать, что он самый крутой, он не говорит своей команде «делай как я», он не говорит о том, что если не я, то кто, и все остальное. Он говорит, ребят, я знаю, что у вас есть сильные стороны, я знаю, что у вас есть потенциал. Мгм. Давайте придумаем способы, как мы это вместе можем реализовать. То есть и вот эта мета-позиция солнца, да, это позиция того, что я обращаюсь лучик к тебе, лучик к своим лучшим, да, соответственно, Мгм. сотрудникам, к членам команды, для того, чтобы мы создали крутое видение и понимание. И самое главное, что пошли реализовывать. Потому что вот, знаешь, Меруерт, Да. философия, наука и бизнес Мгм. – это 3 вещи, Мгм. которые для меня это одно единый сквозной процесс. Почему? Мгм. Потому что в философию я придумываю идею жизни, в науке я беру технологии, Мгм. а в бизнесе я проверяю то, что я напридумывала в философии, то, что сделала наука, и я это реализовываю. Насколько это все сработает или нет. Конечно. И знаешь, здесь же какая история? Вот Да. советская система, она что делала? Да делались научно-экспериментальные центры, и, как правило, при этом были заводы, которые эти технологии брали и реализовывались. И сейчас многие крупные бизнесы уже приходят к этому. Они говорят, ребят, нам нужны технологии. Мгм. Но еще нужна философия. Почему? Потому что бизнес, который тебя переживет, он переживет тогда, если твоя идея переживет именно Да, тебя самого. себя самого. И вот здесь вот крутизна сейчас в чем? В том, что уже многие уже созрели Да. к тому, чтобы прийти на стратегические сессии, честно, искренне поговорить с собой, разобраться в самом себе, разобраться в своей семье, Мгм. разобраться в своем бизнесе, и чтобы это был эффект синергии и усиливающий. Почему? В этом моменте, знаешь, вот у меня был тренинг «Победоголик» назывался. Мгм. Знаешь, с чем я столкнулась? Да. С тем, что люди боятся 100% побеждать.
Вот как раз я хотела подвести к вот этой вот идее о том, что ты говорила в одном из подкастов. То есть в основном предприниматель движется из страха, а есть, когда движется из любви. И как раз сейчас, как ты и говорила, что время настоящих предпринимателей, очень честного бизнеса, когда ты двигаешься из любви. Давай вот, может быть, дашь какую-то технологию, практику про страх, про любовь, или раскроешь это и потом дашь. И давай посоветуем, какие книги, возможно, сейчас мы первые дадим, чтобы взяли для себя вот полезность, почитали. Важный момент какой? Технология жизни из страха и из любви. Мгм. А здесь возникает такая история. Что дает страх? Страх — это важно контролировать, это разделяя властвуй, это забирая силу у других, присваивая себе и строя такую реальность. Мгм. Такие люди есть, лидеры такие есть, бизнесы такие есть и существуют. Никто их не отменял, и мы не говорим, что это правильно или неправильно. Такие есть. Мгм. Вот. Мне, допустим, сложно с такими бизнесами работать. Почему? Потому что я прихожу, я работаю с солнышком, и говорю: ребят, давайте объединимся, давайте, Да, вот да. мы принесли вот это, ты вот это, ты вот это, мы собрали офигенно классный результат получается. Это не значит, что я достигаю результата за счет кого-то. Вот здесь, разделяя властвуй в страхе, всегда достижение за счет кого-то. Точно. Следующий важный момент. Стратегия любви. Ты знаешь, вот когда мы писали я, Дмитрий или Сера, да, Да. мы писали книгу «Любовь к себе», я сказала, эта книга должна стать тренингом, бестселлером. Почему? Потому что когда собственник любит себя, Мгм. он будет любить всех вокруг, любить своих сотрудников, любить своих клиентов, любить своих партнеров для того, чтобы, Мгм. соответственно, реализовывала самые классные, крутые вещи. Но любовь к себе — это колоссальный ресурс, это не про эгоизм. И получается, если я люблю себя, я стремлюсь, соответственно, чтобы ты, допустим, тоже нашла для себя что-то в этом Да, подкасте, да, да. что-то раскрыла для себя, да, и вокруг это происходит такая ситуация. Здесь возникает важный для нас момент. В чем? В Мгм. любви к себе мы говорим, нужна энергия для реализации целей. И получается, что когда я в любви, то я и ищу пролюбленных партнеров или помогаю своим партнерам, Мгм. членам команды, клиентам проходить свою трансформацию. Потому что, допустим, нам даже в начале нулевых, когда мы работали только в Волгоградская область, Мгм. мы очень часто организовывали обучение нашим партнерам. Почему? Потому что когда ты повышаешь степень компетенции своего партнера, ты начинаешь с ним разговаривать на одном языке. Мгм. Партнеров — это клиентов. Мы клиентов называли всегда партнерами, потому что это совместная деятельность, это совместные результаты. Мы всегда повышали компетенцию. То есть если вот, допустим, начинала учиться Анна, да, консультант по Мгм. управлению, Мгм. она привозила технологию, мы быстро организовывали обучение, учили технологиям и говорили, что, ребят, мы можем вам оказать услугу, Да, да. чтобы собрать по этой технологии для вас Мгм. там видение, там модели, там еще что-то. Или мы можем вам передать технологию, и вы будете это Сами использовать. делать. И Мгм. мы будем разговаривать на одном языке. Мы всегда обучаем своих клиентов, партнеров. Да? Почему? Потому что когда клиент образован, когда он подкован, он начинает генерировать совершенно другие идеи. А многие консультанты, они что делают? Они присваивают себе технологии и только оказывают услуги. Окей, это путь больше про страх, нежели про любовь. В любви же мы передаем технологии, мы передаем ключи для того, чтобы люди что? Они раскрывали себя, делали еще круче свои продукты, свои команды и двигались вперед. И получается, что нужно бизнесменам понять? То есть бизнесменам нужно понять следующую вещь. Мгм. Система управления, целостная система управления, она не строится только из страха. Она строится больше из любви. Почему? Потому что там нужна целостность, там нужны хорошие планы, хорошая организация, руководство, контроль, все должно быть очень четко и между собой согласовано. Когда же человек строит систему управления страха, то там в основном акцент идет на контроль, учет и кто у нас виноват в том, что мы не достигли поставленных целей. Да, А да. цели при этом очень часто вот в этой системе разделяя властвуй постоянно меняются. То есть сегодня мы проснулись к одной цели, бежим, завтра к другой, послезавтра к третьей. И вот здесь вот не задача человека достигать цели, да, а здесь задача искать виноватых, кто в этом виноват и что с этим делать. Мгм. И получается, что это закон психики, да, то есть мне нужно натренировать себя побеждать. Что это такое? Это максимально достигать поставленных целей и реализовывать свой потенциал. И здесь возникает прикол. Знаешь, какой, Мирон? Мгм. Если ты победитель, Да. если у тебя есть технология, Мгм. тебя же жалеть не надо. Да. А вот здесь следующий момент. Мгм. Люди, они говорят, а как, если нас не будут жалеть? А что ж А? тогда делать? И в этом отношении мы говорим, есть суррогат любви, да, Мгм. жалость. Да. Чтобы прийти в любовь, Мгм. надо стать к себе безжалостным, убрать жалость и понять, что тебя либо будут любить,
либо ненавидеть. А ненависть — Мгм. это замороженная любовь. Другой вид Мгм. любви просто. И у победителя нет возможности тебя никто не пожалеет. Тебе скажут, что тебе надо, что принести, чем Да, помочь и все да, остальное. да. И вот это изменение еще культуры поведения. Культура бизнеса меняется. Культура отношений меняется. Давай мы сейчас с тобой Давай. можем говорить безостановочно, а потом, друзья, вам нужно переслушивать, потому что концентрат слов очень высокий, и вот держать вот эту связку в том, что ты говоришь, это очень интересно для думающих и размышляющих людей, поэтому я уверена, что моя аудитория именно такая, и вы много ценного здесь прям проживете. Давай мы вот сейчас Давай. дадим вот книги, там, скажем, 3 книги, которые бы ты вот сейчас прям сказала бы, что нужно прочесть. Ты знаешь, Да. здесь, наверное, первое, что нужно прочитать, книгу «Думай по-крупному и не тормози». Дональд Трамп, когда еще был просто предпринимателем, он написал вот такую книгу. Дональд Трамп написал. Да. Ну, наверное, я Да, ручку, да, да. за ручку его не держала в этот момент, да, то есть не знаю, не Ага. могу сказать. Но эта книга очень четко доносит основную мысль. Это про видение, наверное, да? Это про видение, что за одно и то же время одни люди достигают вот таких целей, другие люди достигают других целей. Классно. Вот. Мгм. Есть классное, кстати, выражение, оно у нас практически у многих на ноутбуках в команде: ставь большие цели, в них проще попасть. Мгм. Я говорила, целься в Луну, достигнешь звезды. Да, тоже вариант. Ну, то есть это тоже Так, такой момент. думай по-крупному. И не тормози. И не Это тормози. вот первая книга. Вторая книга, наверное, «К черту все, Бери и делай. бери и делай», да, Да. Ричарда Брэнсона. Это книга про то, что нужно услышать себя. Это очень классный такой пример, это классная зарисовка. Конечно же, наши книги. Да. Это книги «Любовь к себе» Лесер и Марат. Да. Ну, то есть она в Казахстане вышла, ну, то есть на обложке только одно имя, а вообще там, если прочитать дальше, соавтор мы с Дмитрием. То есть «Любовь к другим», «Любовь к себе». Эти книжки почему нужны? «Любовь к другим» написана как кодовая книга, как тренинг. Там как раз есть 14 вопросы. ключей. Мгм. Поставь цель и собери всю свою энергию Мгм. по всем, соответственно, контурам. Любовь к себе — это вообще ключ к себе, Мгм. то есть с точки зрения, соответственно, бизнеса. Здесь еще, знаешь, есть, наверное, очень много книг, и Мгм. если в комментариях люди напишут, мы даже можем с тобой выдать не только книги, но еще и фильмы. Потому что Мгм. книги, я знаешь, с чем столкнулась Да. сейчас? Люди говорят о чем? О том, что, Олесь, мне несколько раз приходится перечитать книжку. Мне несколько раз приходится перечитывать какие-то Мгм. выражения, что-то стало с сознанием. Да, действительно, книги заставляют думать. Мгм. Вот по сериалам, допустим, я бы советовала всем посмотреть знаменитый сериал «Миллиарды». Да. Да, почему? Аксель Рот очень круто показывает, каким надо быть предпринимателем, и очень много что рассказывает. Вот очень крутая штука, Мгм. советую этот сериал. Есть замечательный сериал «Форс-мажоры». Мгм. Если в вашей жизни возникли кризисные ситуации, вот когда мы один холдинг Да. из антикризиса, я на форс-мажорах просто жила. Я поняла, что надо пересмотреть. Да, форс-мажоры, да. Форс-мажоры смотрела. Есть еще, ну, то есть еще такие фильмы, знаешь, мне понравился сериал 3 или 4-серийный про Ричарда Брэнсона. Мгм. Вот, но еще мне понравился сериал, это про империю UFC. Не смотрела. Ага. Ну, мы же иногда любим какие-то Да. вот, ну, есть какое-то одно амплуа, в котором мы двигаемся. А вот есть очень классный, соответственно, сериал, он, по-моему, 2 или 3, это «Империя UFC», про Дану Уайт. Мгм. Человек, который взял UFC, да, и создал именно совершенно другой вид боя. До этого был бокс, ММА отдельно, там еще всякие различные. Но я вообще от этого далека. Да, да. Да, и здесь возникает такая история, что я UFC узнала, когда Арсен такой говорит: Олеся, давай смотреть срочно UFC и все остальное. И я смотрю, это, ну, для меня это, ну, извините, мужчины друг друга там лупят и все остальное. Но когда я узнала бизнес-историю UFC, посмотрела 3 серии, значит, UFC, вот эта империя UFC, и посмотрела реалити-шоу, которые они катают уже 20 с лишним лет, Мгм. я думаю, какой офигенно крутой бизнесмен. Большие долги. $2 миллиона отдали на покупки в 98 году. Никто в них не верил. А Мгм. Дана Уайт, благодаря своему видению, изменил. Представляешь, он создал новый вид боя, Мгм. новый вид реалити-шоу. Подожди, не спойлери. Надо посмотреть. Я, наоборот, вдохновляюсь. Знаешь Да. почему? Когда Ага. ты видишь человека, вот, допустим, там очень классно показывают технологии.
вот в Мгм. империи UFC. И, допустим, если мы посмотрим, можно смотреть сюжетную линию, знаешь, здесь еще Да. надо дать инструкцию, а как Мгм. смотреть? Мгм. Многие удивляются, там, знаешь, сюжетные линии, кто как выглядит, кто как играет. А я смотрю по-другому, где какая стоит технология, кто как принимает решения, как разворачивается сюжет. То есть еще управленцы могут увидеть, что мы видим эти сюжетные линии. То есть научать себя тренироваться, чтобы ты смотришь на, ну, соответственно, очень многие Более вещи. глубже и насмотренность Конечно, развивать и к себе потом это применять, и насколько у меня это, как это работает. 100%, Да, как это у меня согласна. работает. Мгм. И здесь возникает еще важная история. Мгм. Да, есть такое задание. Вот можно даже, ну, многим предпринимателям дать Да. задание. Представьте, что вы сценарист своего Мгм. собственного сериала о себе, о своем бизнесе. Мгм. Сядьте и напишите сценарий, да, Да. что вы хотите для главного героя. У меня был тренинг, где как раз-таки люди проживали, то есть он сценарист, потом он Мгм. режиссер, потом, Мгм. значит, он актер. И вот когда ты с 3 сторон обыгрываешь одну и ту же сценарную ветку, это Да. про что? Придумай себе видение на 2-3 года. Мгм. Представь, что ты сценарист, возьми ручку, начни писать. Даже если будет там 4 предложения, там, допустим, компания там столько-то места, да, я владелец такой-то компании, я счастливый человек, даже этих 3 хватает, чтобы на них опереться, если они честные. Мгм. Если нечестный. Если они честные, это важное условие. То есть я могу сказать, что если человек даже вот эти 3 аспекта себе поставит, вокруг этого развернет сценарий, уже будет что считать, что продвигать и к чему достигать. И здесь возникает важный, знаешь, какой момент? Мгм. Чтобы человек действительно захотел меняться. Если человек не хочет сам меняться и не видит, ну, изменения, все говорят, ой, значит, я не такой, мне, значит, надо быть таким. Нет, развиваться, учиться, эволюционировать, да, это не про создание лучшей версии себя, Да. это еще про более крутой уровень. Раскрутить свою внутреннюю любовь так, Мгм. да, Мгм. чтобы от этого кайфовал ты и твое окружение. Классно. Итак, мы на этом с тобой будем финалить. Хорошо? Потому что все это прожить, пережить и через себя провести я вам особенно советую. И пишите в комментариях, что для вас было ценным, с чем вы от нас уходите, потому что каждый ваш комментарий — это возможность заглянуть в себя в первую очередь, а мы говорили про возвращение к самому к себе, но и также поделиться с миром и дать миру показать, к чему другим двигаться. Вот, Да, если у вас будут да, какие-то вопросы, то да, есть мы вы все это, захотите, да. мы ответим, какие книги еще, какие сериалы Мгм. посмотреть. И вообще вот у вас же был совместный эфир еще с Лесерой в Да, начале да. июня, и мы благодарны всем, кто написал комментарии, кто-то что-то ушел с «Побеждая любя». То есть я могу сказать, что наш, даже в корпоративном секторе мы тоже побеждаем любя. Почему? Мгм. Потому что когда ты побеждаешь, ты внесешь технологию вин-вин. Если вам интересно про технологии, мы же сможем с тобой еще какой-то подкаст снять, правильно? Обязательно, обязательно. Дай мне прожить этот. Все, Обязательно. все, с любовью.